Сейчас с учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно запустить на всей, подчеркну, на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. И сделать это нужно с 1 января 2027 года. Речь идет о том, чтобы упростить использование инструментов поддержки предпринимателей и компаний их новых проектов. Иными словами, куда бы ни пришел инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок, он везде будет иметь право на льготы. С опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным участием, улучшением среды для жизни в городах и поселках. Такая огромная территория с небольшим населением, здесь и с большими пространствами, здесь есть чем загружать людей и осваивать эти пространства современными методами. Для технологического рывка необходим действительно смелый подход к регуляторике, к правовым рамкам работы бизнеса. Они должны давать зеленый свет новациям, стимулировать разработку прорывных решений и их внедрение в опытное, а затем и в серийное производство, в социальную сферу и повседневную жизнь. Эффективно использовать ресурсный, производственный, логистический, научный потенциал, которым обладают наши дальневосточные регионы и страна в целом. Для этого нужно активно пробовать, широко внедрять смелые новаторские решения. В нормативно-правовой базе, в условиях работы бизнеса, в решении задач, которые определяют качество жизни людей. Нужно все это отражать и делать это своевременно. Мы будем и дальше их развивать, настраивать на запросы людей, на потребности бизнеса и региона, на обеспечение национальных интересов России. Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Я нахожусь на базе артели рыболовецкого колхоза «Арктика» в городе Якутске. И рядом со мной председатель правления артели Станислав Иванов. Да, что-то новое приобретаем, но за свои средства, которые мы заработали от рыбных продаж. В основном и старое тоже восстанавливаем. Еще и занимаемся параллельно своим маленьким флотом. И назначение ее возить рыбу. Да, рыбу, бензин, материалы, строим материалы. В прошлом году, когда мы дома строили, вот эта лодка именно, она очень хорошо себя проявила. Она все материалы на ней мы растаскали. Потому что по устью дельты реки невозможно там на корабле ездить. У нас коллектив тут, во-первых, очень молодой. И у нас все это делает ребята Булунского ЛУСа. По крайней мере, Мессухоз уже года 3 не помогает. Мы сейчас своим коллективом работаем, чтобы содержать свой поселок. Мы же еще и являемся как городопоселкообразующее предприятие, которое из-за того, что у нас в поселке есть колхоз «Арктика», существует наш поселок маленький, Быковский. И для этого и работаем. Ребята, наша команда, все молодые местные ребята быковские. Они у нас универсалы идут, они как и моряки, как и рыбаки. Так, мы находимся на причале колхоза «Арктика» Булунского района. Мы восстановили с прошлого года судно «Залив». Кстати, очень интересная история у залива. Когда у нас легендарный председатель работал, Винокуров Иннокентий Иванович, его подарил первый наш президент Николаев Михаил Ефимович. На безвозмездное пользование и сейчас принадлежит нам. Как раз таки мы залив привезли сюда в Якутск 2 года тому назад. В году мы заменили двигатели. Вот навигация, когда она своя, она нам обходится намного дешевле. А именно в этом году, из-за того, что мы уже год работаем над судами, мы тут проработали, наконец-то все готово у нас. Это моя супруга. Колхоз миллионер был.
Рыболовецкий колхоз в Якутии один был. Отчитывались главбух и председатель в Москве. Мы раньше Министерство рыбного хозяйства отчитывались. И много ловили. Цикл такой был. Это сюда ходили холодильниками, морозильниками. Они возили в Якутск. За навигацию план выполняли за рыбный промысел, за лето. А раньше как было? Да считай, сколько и бригад, 10 бригад. Вот и все детьми, женами ездили. С участка Тумат на моторках ехали, рыбачат. С Самахары тоже бригада ехала. Сейчас вот новый председатель по-новому сделает. Лишь бы не мешали нам. Ну, у нас, как всегда, проверяющих много. Даже пожарники. Ну, это новый председатель все сделает. Не по старинке ведь. Что-то новое должно быть. А как было по старинке? А по старинке мы тоже так же вручную рыбачили. У нас рыбзавод был вместо колхоза. У них 3-4 даже было ПТС. Вот они возили титари или набыков на ледник. А потом рефрижератор РП подходил и забирал с Якутска. Вот видишь, свежая. И сикрой. Вы начали замораживать в этом году. Да, в этом году. А так все вручную. Да, и Магдебург стоял постоянно. Сейчас мальчиков бегает. Он из Верховой идет, кисюшкой принимает. Потом к нам подходит. Вы уже много лет рыбачите, да? Я давно. У меня 72-й год пошел. Когда у вас своя заморозка, намного быстрее, лучше, да? Да, лучше, конечно. Мы готовим, вот РП придет, заберет. Или залив пойдет в Якутск, тоже заберет. Чем быстрее до Якутска дойдет эта рыба, у нас деньги будут. Не ответь на вопрос. Семьями рыбачить это уже как? Это Уже... профессия наша, профессия. Вот дети бегают, студентов у нас много. Вот школьники 14 лет уже рыбачат. Они члены бригады уже. И плавать умеют. Хорошую погоду. И как отдых, да? Да, как отдых у нас лучше, чем в Дубае. Пески посмотри, какие пески у нас. Мука. Нет, только водный. А только погода, да, нужна? Да, погода нужна. Ну, каждый год меняется погода. Нет, вот такая погода нормальная. Комаров нет. Это деньги. Мы насчет этого и живем, зарабатываем. Смена у нас 12 часов рыбачим, потом другие 12 часов рыбачим. Сам учусь в Агату, уже 3-й курс, но у меня как отдых это считается. Я отдыхать сюда приезжаю. Ну, от интернета, если так. Что, а то в городе сидишь за компьютером, устаешь, жирок копится. Я-то рыбачу, у меня стаж какой, 10 лет уже. Вот Стас приехал, вот шоковые все поставил и сюда, и туда можно сдавать. И получается норму уже колхоз план выполнять будет. Людей завлекать будут сюда побольше. Раньше как было? Раньше же в старинку все. И замораживали, и на Сокол отвозили, там вот так раскладывали. Шоковой всего не было, все медленно было. Сейчас из-за того, что прогресс идет, все быстро происходит. Тут получается возможность предоставляет студентам, школьникам заработать. При этом еще в Якутске устаешь, сюда приезжаешь, природой наслаждаешься. Нагай инрыкчей. Всем привет с Путины! С вами журналист Олег Желнин. 3 часа ночи у устья Лена, около острова Столб. Здесь постоянно бригады привозят рыболовецкие рыбу, выловленную только что. И идет шоковая заморозка. Затем в течение 6 часов рыба замораживается и перекладывается в холодильники. И все это благодаря тому, что правление рыболовецкого колхоза «Арктика» приобрела, отремонтировала судно
холодильники, подготовилась к путине. Благодаря тщательной подготовке к путине в этом году сейчас круглосуточно, днем и ночью добывается рыба, и она замораживается. При этом подошло судно мальчиков, которое тоже замораживает рыбу. То есть колхоз «Арктика» все намеченные планы свои выполнит. Быковская рыба самая лучшая. В первую очередь, основная экономическая составляющая – это колхоз «Арктика» вот данного поселка. И исторически так сложилось, что там живут промысловые рыбаки. Артель колхоз «Арктика», она играет ключевую роль в экономике поселка. В первую очередь очень радует, что вот у нас идут на работу молодые. В первую очередь я заостряю внимание на Иванова Станислава Горилича, председателя колхоза «Арктика». Он действительно показал, как можно по-современному работать, как можно работать оперативно, эффективно в первую очередь. Ну и, соответственно, опираясь на мнение старшего поколения, которых в первую очередь прислушивается к ним и как они видят ситуацию. Потому что молодые-то, сами знаете, могут где-то чуть-чуть шаг влево, шаг вправо сделать, а старшее поколение, если слушаться, они действительно горячую кровь этого остывает. Но Стас Станислав Горилич очень грамотно, очень энергично начал работу. И вот модернизация всех этих рыболовецких участков предприятия идет. Буквально за 2 года вот Станислав свою инициативу проявил, сам ездил, строил. И, конечно, это очень большая заслуга всего коллектива, в первую очередь, тому, что они доверились молодому человеку, который поверили в него, и Станислав Горилич это доверие полностью оправдывает. Я вижу, что колхоз «Арктика» не только в масштабах маленького поселка Быков будет развиваться, но и в масштабах всего района, ну и всей республики. Обреченные с рекой. Или влюбленные с морем и с рекой. Тут и море, и залив. Все есть.